Утро в новостях начинается с бурных обсуждений. Корреспонденты в это время — обозреватели уже вечернего эфира. А ведь надо еще предложить новую тему, которая войдет в информационную сетку нового дня. После традиционной летучий главный редактор распределяет темы и обозначает цель сегодняшних выездов. Наша служба и опасна, и трудна. Пожалуй, в работе съемочной группе тоже вполне уместное выражение, ведь им приходится нести свою службу зрителю и в жару, и в дождь, и в снег, и в град. Здесь все основывается на командной работе, ведь над одним сюжетом или программой трудится сразу несколько человек. Тамерлан Хамхоев — новостной корреспондент. В телевизионную волну окунулся 1,5 года назад. Задача на сегодняшний день — подготовить репортаж о строящемся ФОКе в Сагапши. В первую очередь, как только приедем на выезд, нам нужно узнать, что здесь происходит, как происходит. В нашем случае, когда начались работы и когда их планируется закончить. Гирихан Цуроев за рулем уже 40 лет, 2 последних года из которых посвятил национальному телевидению. Гирихан признается, колесить по республике с утра и до вечера, конечно, быстро устаешь, но каждый выезд что-то новое и интересное. Все-таки мне нравятся дальние рейсы, чем поблизости. Я люблю дальние рейсы. Чтобы выдать хороший материал, надо углубляться в каждую деталь, ведь корреспондент должен осветить все моменты события. Тамерлану, работа в информационно-аналитическом отделе, нравится за непредсказуемость. Если корреспондент планирует за день до выезда поехать на борьбу, то уже на утро его неожиданно могут направить, как сейчас, на стройку или еще куда. Конечно, здесь, как и в любой работе, бывают свои сложности. Нам всем, я думаю, известно, что ингуши очень несговорчивый народ. Садамы язве эфирам яхит из мади вожмадия, что мелошул сбандулыш. Вот это и есть, пожалуй, единственная сложность. Дальше с написанием текстов, с поиском кадров, с работой в тандеме с оператором, с этим никаких сложностей не возникает. На выезде важно не только то, как сработает корреспондент, многое зависит и от оператора. Магомед Урусханов понимает это как никто другой. У оператора должно быть хорошее видение картинки, потому что все телезрители видят глазами оператора. Не должен лениться. Допустим, если он видит там какой-нибудь хороший план, допустим, с верхнего ракурса, он должен, несмотря ни на что, забраться на эту вершину, чтобы взять хотя бы, отснять вот эти 5 секунд. Пожалуй, самое сложное испытание для самого корреспондента — стендап. Записать с первого раза удается далеко не каждому, даже самым опытным. И вот тут терпению операторов можно только позавидовать. Впрочем, для Тамерлана это явно не проблема. Пока эти металлические конструкции мало напоминают здание будущего ФОКа, но рабочие уверены, к 2018 году, когда завершится строительство основного зала этого физкультурно-оздоровительного комплекса, дети со школы повалят сюда валом и в секции вольной борьбы, и в секции кикбоксинга. Отснять материал — это только полдела. Оставшаяся работа уже в отделе. Первым делом корреспондент сдает флешку в архив, а затем садится за компьютер. Творить. Час-полтора. Текст готов. Впрочем, последнее слово в этом случае за редактором. А конечная станция — монтажка. Здесь корректируются все дефекты по звуку и картинке, но сперва записывается закадровый голос. Прежде чем попасть в эфирную сетку, сюжет оценивает шеф-редактор. Совсем скоро спорт станет доступнее и для местных ребят, которым приходится ездить из Сагапши в Малгобек. Сюжету дают добро, и он готов к выпуску. После команды главного режиссера новости начинают свое вещание. Говорим о них. Здравствуйте, это новости 24, в студии Мария Мистоева, и коротко о главном. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Здесь будут созданы все условия для физического развития молодежи. На первый взгляд может показаться, что собрать сюжет — это просто, но зрители не подозревают, за этими несколькими минутами стоит действительно долгая и кропотливая работа. Зелимхан Калоев, Рамзан Миржоев, Рахман Цуров, новости 24.